Якутяне выступили на приеме посла России на Кубе. С острова Свободы в Москву вернулась культурная делегация фонда «Северная столица». Подробности у наших корреспондентов. По приглашению университета Сиега де Авила делегация из Якутии принимала участие в работе 13-й международной конвенции УНИКО-2018 на острове Кайо-Коко. В постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в Москве прошла встреча с якутской делегацией, где артисты эмоционально рассказали об итогах поездки. Якутяне выступили на большом приеме посла Российской Федерации на Кубе в честь открытия 36-й международной гаванской ярмарки. За всю историю российско-кубинских отношений артисты Республики Саха выступали на Кубе 2 раза. И оба раза организаторами выступили Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга» и Координационный совет российских соотечественников на Кубе. Практически весь якутский фольклор Алгыс, Олонхо, Тоюк, Хомус, Асохай были представлены в композиции «Северная радуга» силами Дмитрия Артемьева, народного артиста Якутии, заслуженного артиста России, сказителя Олонхо из Татинского улуса Алексея Николаева, народного мастера Республики Саха Веры Варфоломеевой, Акулины Дмитриевой и ее дочери, юной танцовщицы Зои Дмитриевой из Чурапчинского улуса. Мы в детстве помним песню «Куба, любовь моя». Это очень далекая страна. Да? Мы попали из зимы на лето. Там социализм, Фидель Кастро, Че Гевара. И я очень доволен, давно мечтал. И я отвечал за культурную программу, да, и старались показать все жанры якутского фольклора. Очень счастлив, доволен, что вот теперь Куба и Якутия чуть-чуть ближе стали. Кроме того, делегатам конвенции из 15 стран мира была представлена уникальная работа Веры Варфоломеевой «Собор Василия Блаженного». Когда я провела мастер-класс, они очень заинтересовались нашим именно традиционным шитьем, лоскутным. Они мне сделали очень такой сюрприз. У меня день рождения был в Кубе, и на острове Кайо-Коко сделали мне большой торт, и рыбу большую испекли. Незабываемый день рождения получился. Университет Сиега де Авила дал нашим артистам великолепную возможность более тесно познакомиться с жизнью обычных жителей Кубы. Якутяне радушно приняли в Доме культуры города Сиега де Авила, где и была представлена фольклорная композиция. А Вера Варфоломеева провела мастер-класс по лоскутному шитью для мастериц проекта «Умелые ручки». В поселке Модеста-Рейс наших артистов принимали всем поселкам. Кубинские школьники специально для гостей подготовили русские танцы. Вечер завершился совместным якутским круговым танцем «Асохай». Для нашей республики, поскольку мы находимся очень далеко, и, конечно, про Якутию вообще очень мало людей знает, ну, могу сказать, на этой планете. Тем не менее, вот благодаря именно таким поездкам наши артисты выступают как культурные послы, да, как народные дипломаты. Поэтому о Якутии узнает очень много народу за границей. На приеме посла Российской Федерации в Гаване наша делегация познакомилась с легендарным Армандо Тамайо Мендес, первым кубинским космонавтом, более того, первым латиноамериканцем в космосе. Он был очень рад встрече с представителями Якутии, Земли, которая, как он говорит, он видел из космоса, и передал горячий привет всему народу Саха. Вот так завершился очередной проект Фонда развития культуры «Северная радуга» по популяризации и продвижению культуры народов Саха в мировом пространстве. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва.